телеканале БСТ время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Добрый вечер, я Альбина Хайруллина, и вот ключевые темы выпуска. Такси в один конец. У нас как гибель людей, так обязательно вот эти нелегальные такси. Смертельная авария с участием нелегального перевозчика стала поводом массовых проверок. Не проходили же, да? Кого не проходили? Медика, техосмотр. Ну нет. Ни медосмотра, ни лицензии. Тот случай, когда за жизнь ответственность несет сам пассажир. Давай, пока. Кто стоит за стихийными автовокзалами, выяснял Азат Садреев. Вместо северной зарплаты голодная вахта. Я не могу объяснить своему ребенку, что ты не покушай там, сынок, 2-3 месяца, а потом папе деньги дадут. Сотни вахтовиков из Башкирии оказались в плену у работодателя за 8 тысяч километров от дома. У них в глазах одни баксы нарисованы, больше ничего. После шумихи бастующих все же посадили на самолет, но не всех, и долги еще остались. Юлия Нигматуллина о реальных масштабах проблем Уфа-Нефтемаша. Выстраданное материнство. Мы что только не перепробовали, я уже чувствовала, что бесполезно, что без ЭКО уже не получится ничего. В республике увеличили квоты на бесплатное ЭКО. Эффективность на сегодняшний день именно при классическом ЭКО от 38 до 45%. Отборные дети и рост мужского бесплодия. Можно ли загадать пол ребенка и почему на пробирках с эмбрионами лишь женские фамилии, знает Лилия Курбанова. В ожидании приговора ВАДА. Во-первых, мы сами виноваты в том, что мы делаем, это раз. Второе, мы не можем постоять за себя, за свою страну, за свой флаг. Почему башкирский кузнечик Данил Лысенко был трижды недоступен для допинг-офицеров? Кто додумался скрыть правду липовыми справками? Собрались его руководители, ну и посоветовали. И при том все это сделано было топорно. Спортивный мир в ожидании судного понедельника. Быть ли российскому триколору и гимну на Олимпиаде? Роза Хабибуллина, о чем молчать уже нельзя. На неделе по всему региону стартовала массовая проверка частых междугородних такси. Поводом стало очередное смертельное ДТП, в котором погибли 3 жителей Сибая. Уроженцы республики возвращались домой из Челябинска, заказав машину через мобильное приложение. Согласитесь, так делают многие из вас. Отмечу, что трагические случаи, где фигурантами становятся частники, не первые, но, несмотря на это, пассажиры продолжают пользоваться услугами таксистов, у которых нет на то никаких документов. Получается, ответственности за ваши жизни никто не несет. И это нужно понимать. На оперативке у главы Башкортостана прозвучало предложение Госкомтранса у нарушителей автомобилей изымать. Но на деле это не так-то просто. Так как быть и что делать, в репортаже Азата Садреева. Камера очевидца сняла последствия смертельного ДТП под Магнитогорском. Лада Ларгус с полным салоном людей выехала на встречную полосу, где столкнулась с Hyundai Elantra. Водители обоих автомобилей и 2 пассажира универсала скончались на месте. Еще 3 человек госпитализировали в тяжелом состоянии. Известно, что жители Сибая возвращались домой из Челябинска. Попутную машину нашли через приложение BlaBlaCar. 1000 рублей проезд стоит. С человека, да? Да. А скольки местных? 6. Такие же ларгусы оккупировали стоянку у супермаркетов на центральном рынке в Уфе. Аналогичных отправных точек в столице с десяток. Отсюда частники забирают пассажиров до Учелов, Белорецка, Сибая, Акьяра и других городов и райцентров. Дорога проходит по горной местности. В рейс машины выходят без ежедневного техосмотра и медицинского освидетельствования водителей. Нет сейчас. Нету? Да, наличие. Вы говорите, что проходите, да? Да. А почему с собой не берете? Не знаю. Обманываете? Кого? Меня сейчас. Честно признайтесь. Не проходили же, да? Кого не проходили? Медика, техосмотр. Ну нет. Нет? Нет. На защиту коллеги встает другой водитель. В его микроавтобусе 7 пассажирских мест. Из багажника достает лицензию на перевозку. Срок действия до 2024 года. Говорит, что работает по закону. Медосмотр проходил 2 дня назад, когда выезжал в Уфу. Сегодняшнее состояние здоровья предлагает оценить на глаз или на запах. Если вдруг пассажир попросит справку медосмотра, что вы трезвый, он же имеет на это право? Имеет, полностью имеет право. Вы ему что покажете?
Свой взгляд, наверное. Отдохнете? Ну, конечно. Не до смеха было главе республики, когда он просил мэра Сибая оказать поддержку родственникам погибших в ДТП горожан. У нас как гибель людей, так обязательно вот эти нелегальные такси. Мы сейчас как бы потихонечку наводим порядок, но надо уже наступать на межмуниципальные маршруты, усиливать работу ГИБДД, нашего Транснадзора, иначе будем так людей терять все время. Водитель кто, таксист? И работу усилили. По всему региону прокатилась волна массовых проверок нелегальных перевозчиков. Тем временем Госкомтранс предложил изымать автомобили участников, работающих без соответствующих документов. Муниципалитетам даже даны указания подготовить площадки. Но выявить нелегалов не так-то просто. Друг же. Не такси? Нет, не такси. А особой разницы нет. Зачем ехать? Водитель таксист? Нет. А кто? Друг. Ну, просто мой сосед. Не менее 20 таких друзей и соседей насчитали через камеры уличного наблюдения прямо во время оперативного совещания в правительстве. У нас эта тема фонит давно, мы многократно вам отправляли, Тимур Афисович, в ГИБДД и так далее. К сожалению, проверки ничего не выявляют, а когда, например, журналист туда выезжает, он видит просто все невооруженным глазом. И вот что мы увидели. Через дорогу от первой стоянки еще один отправной пункт. Но и здесь водители не смогли показать полный пакет документов, разрешающих перевозку. Пассажир по поездам, да? Ну давайте я сейчас заплачу 500 рублей, куплю у вас место, и вы мне покажете документы. ничего платить. Ничего не покажу. Водители не показывают эти документы и пассажирам. И даже не потому, что у большинства их нет. Люди просто сами не спрашивают. Но отправляя родных в рейс, на всякий случай молятся на прощание. Пока инцидентов не было, так что мы довольны. Давай, давай, пока. Не боитесь отправлять? Вы кого сейчас отправили? Сестру? Сестру? Нет, она без конца вот так приезжает. Все нормально, все хорошо. А почему все-таки неофициальный перевозчик? Ну, потому что автобусе, знаете, долго ехать. А тут 3 часа, здесь они 3 часа домой. И все нормально. Главный аргумент пассажиров, выбирающих частников вместо официального перевозчика, они едут быстрее. Но мало кто при этом задумывается, что такая сомнительная экономия времени может стоить жизни. По статистике, основная причина смертельных ДТП с участием нелегального такси и машин от сервисов BlaBlaCar – это превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. К тому же вы вряд ли узнаете о том, в каком состоянии водитель выехал с вами в рейс. Азат Садреев, Азат Ишбулатов, Станислав Птица. Итоги недели. На этой неделе большой резонанс вызвала история вахтовиков из Башкирии, которые застряли на Дальнем Востоке. Работники компании «Уфа-Нефтемаш» пожаловались на то, что больше 2 месяцев не получают зарплату. И оказались фактически в плену своего работодателя. Из-за отсутствия денег вахтовики не могли вернуться домой и начали бастовать. Ситуацию взял под контроль Ради Хабиров. После этого людям все-таки купили билеты на самолеты и начали выдавать заработанные деньги. Между тем, в редакцию БСТ продолжают поступать звонки со всей России от обманутых работников Уфа-Нефтемаша. Об истинных масштабах проблемы расскажет Юлия Нигматуллина. Десятки голодных мужчин, нецензурная лексика. Обстановка в столовой накалена до предела. Строители бастуют, а работодатель отказывается их кормить. Это видео вахтовики из Башкирии сняли на Дальнем Востоке, в 8000 километров от Уфы. Люди пожаловались на то, что несколько месяцев не получают заработную плату и не могут вернуться обратно в республику. Они нас тем здесь и держат, что мы отсюда сейчас не можем никуда сорваться. До Башкирии ехать 9000 километров. Я не могу объяснить своему ребенку, что ты не покушай там, сынок, 2-3 месяца, а потом папе деньги дадут, и мы за 2-3 месяца отъедимся. Все эти люди – сотрудники уфимской компании «Уфа-Нефтемаш». Работают в городе Большой Камень на объекте федерального значения – судостроительном комплексе. У многих не осталось денег даже на еду и на элементарные средства гигиены. У меня нету ни мыла, ни зубной пасты, ни туалетной бумаги. Мы уже в столовой берем салфетки просто-напросто, чтобы сходить в туалет. С сентября месяца работаем, сентябрь, октябрь, ноябрь, мы зарплату не видели. При этом, как говорят работники, со многими из них даже не заключили трудовые договоры. Многие начали бастовать, закрывают технику и отказываются работать. Вот нас сегодня 2 поставили вот такую ферму ветровую собирать. Мы отказываемся работать. Домой не отправляют, билеты не покупают. Кормят завтраками. Завтра будут ребята, завтра
давайте поддержите нас, не усугубляйте положение. Конторы говорят, а в наше положение никто не собирается входить. У всех семьи, дети сидят в ипотеках. В офисе компании «Уфанефтемаш» нам удалось поговорить с директором предприятия. У руководителя явно не оказалось подготовленного ответа, и поначалу он заявил, что видеообращение вахтовиков – ложь. У меня информация такая, что это просто, ну, как вы называете, информационный сброс. То есть это неправда? Это неправда. Однако позже директор все-таки признал, что задержки по выплатам действительно имеют место с сентября и пообещал расплатиться с вахтовиками. Провал по зарплате произошел по внутренним причинам у «Уфанефтемаш». То есть это, значит, выплата кредитных обязательств и, соответственно, для поддержания текущей деятельности закуп основных материалов в течение 2-3 недель, то есть задолженности будут все полностью погашены. У компании «Уфанефтемаш» есть свой производственный цех в Уфе. Здесь изготавливаются различные металлоконструкции и оборудование для нефтегазовой промышленности. Высота этого здания около 19 метров. Примерно такое же, только в 3 раза выше компания строит на Дальнем Востоке. Эту ситуацию взял под контроль Радий Хабиров. На своей странице в соцсети глава региона сообщил, что дал поручение Гострудинспекции и Минтруду проверить компанию «Уфанефтемаш», которая отправила наших земляков на Дальний Восток. Мне уже докладывают, что нарушение финансовой дисциплины там действительно есть. Люди месяцами не получают заработанное. А трудятся тяжело, работают на судостроительном комплексе. У многих ипотека, молодых пап ждут дома дети и жены. И я лично прослежу, чтобы руководители предприятия, допустившие такую несправедливость, понесли ответственность в соответствии с законодательством. После резонанса, который вызвала эта история, работодатель все же оплатил перелет группы вахтовиков в Уфу. Билеты купили 38 сотрудникам. Некоторые из них на неделю уже прилетели домой и сразу же отправились в офис компании. Здесь мужчины все-таки смогли получить часть заработанных денег. Мы рассчитались за сентябрь-октябрь месяц. Осталось только за ноябрь. Какие-то деньги все-таки заплатили. Это уже радует. Между тем, после выхода в эфир репортажа БСТ в нашу редакцию начали поступать звонки со всей России от обманутых работников «Уфанефтемаш». Например, эта бригада вахтовиков из Красноярского края работала на том же самом объекте с марта по май. И до сих пор не получила зарплату. В общей сложности им должны более 1 миллиона рублей. Вот табель за март месяц, за который мы еще не получили ни копейки денег. А эта группа рабочих тоже из Башкирии трудилась на Дальнем Востоке в феврале и марте. 26 человек уже по знакомому сценарию остались без денег. Компания «Уфанефтемаш» не заключила с ними договоры и теперь просто игнорирует. В качестве доказательства люди показывают пропуски на объект, билеты и наряд допуск к работам. Говорят, за все это время не получили ни рубля. Некоторым даже пришлось возвращаться домой за свой счет. Из дома отправили денег, сами на поезд билеты купили, 6 суток ехали на поезде. За месяц по 100 тысяч обещали заплатить. Зарплаты нету, ничего не можем, добиться не можем, ничего. Скотское отношение. Да? У них нет человеческих отношений. Таким людям нельзя вообще управлять людьми. У них в глазах одни баксы нарисованы, больше ничего. Все деньги уходят куда-то в офшоры. Куда делать зарплаты вахтовиков, учитывая, что заказчик работ с компанией «Уфанефтемаш» расплатился своевременно и в полном объеме? Ответ на этот вопрос теперь будут искать, вероятно, правоохранительные органы. Также Гострудинспекция может оштрафовать компанию и за задержки заработной платы, и за отсутствие трудовых договоров. Нужно будет проанализировать также период задолженности. Если он у нас превысит 2 месяца, то здесь уже будет речь идти о наличии признаков уголовного преступления. А тем временем в офисе компании «Уфанефтемаш» менеджеры признались, сами получают зарплату вовремя. Судя по бумажным снежинкам на окнах, здесь уже царит праздничное настроение. Увидеть до Нового года свои заработанные тяжелым физическим трудом деньги рассчитывают и вахтовики. Юлия Нигматуллина, Артур Елаев, Эльнур Юмагулов, Булат Закирьянов и Роберт Эвлетбердин. Итоги недели. А вот в Стерлитамаке заложниками отношений работодателей и строителей, которые также не получают зарплату, стали дольщики. Люди не могут заселиться в дома, которые недостроены. Строители же отказываются их доделывать, потому что не хотят работать бесплатно. Сейчас осталась отделка здания. Прораб фирмы говорит, что денег нет даже на закупку стройматериалов. В магазинах накопились долги. Получается, что к обманутым дольщикам добавились сейчас и обманутые рабочие. Нету перечисления. А перечисление производится в фонд развития города Стерлитамака. Помалу перечисляли, зарплату выдавали. А сейчас перечисления прекратились. Долгострой должны были сдать еще в 2015-м, но сроки несколько раз переносились. Минувшим летом руководители строительной компании на встрече с жильцами Радием Хабировым дали слово сдать дом в октябре.
Застройщик объекта – компания «Уфа-Квартал». И деньги, 30 миллионов рублей из республиканского бюджета на совершение объекта, были перечислены в Фонд развития города. В администрации предложили следующий выход из ситуации. На сегодняшняя ситуация такова, что 15 декабря планируем закрыть все строительно-монтажные работы. И уже с готовой документацией, то есть сдать дом в этом году. И, естественно, после окончания строительства, то есть со всеми рассчитаются. 3000 женщин республики, которые не могут родить, получат возможность стать мамой. В Башкортостане на следующий год увеличено количество квот на процедуру ЭКО. Если быть точными, на эти цели направят на 83 миллиона больше. Сейчас в листе ожидания порядка 1500 семей. Ждут месяцами, кто годами. Тем не менее, до сих пор многие женщины боятся процедуры экстракорпорального оплодотворения. Одни уверены, что детей могут перепутать, другие опасаются, что ребенок из пробирки родится с отклонениями. Чтобы развеять эти мифы с будущими мамами и с теми, кто уже стал счастливыми родителями, пообщалась моя коллега Лилия Курбанова. Это такой человек, которого надо держать. Это этот будет сидеть. Держи! Один шустрый и непоседливый, другой спокойный и улыбчивый. Появление двойняшек Васильевой ждали 10 лет. Естественным путем не получилось. Решились на ЭКО. Хотели двойню. В семье уже были 2 сына. Теперь дома целая армия парней. Прям двойняшек подсаживали. Хотя сначала нам сказали, конечно, на одного не рассчитывать ребенка. Но я все равно верила в то, что он у меня родится. Я была уверена на 100% и ждала я их все-таки двоих. Малыши родились за 2 недели до Нового года, а родители шутят. Двойняшек нашли не в капусте, а под елкой. Детишки здоровые, такие же. Также болеют, также хулиганят, также веселятся. Все то же самое, то есть я разницы не вижу. Мирод и Платон родились с 3-й попытки. Вообще, по словам специалистов, с помощью экстракорпорального оплодотворения забеременеть с 1-го раза получается редко. Медики приводят статистику. Из 100 процедур примерно половина успешны. Есть 1 клетка, пожалуйста. У женщины забирают до 20 яйцеклеток за 1 пункцию. Перепутать пробирки, говорят медики, просто невозможно. Все материалы подписываются. Причем, если у супругов разные фамилии, то муж в этом случае берет себе фамилию жены. Ее и пишут на пробирках со сперматозоидами. В основном у нас идут однофамильцы, но когда идут разные фамилии, мы уже просим пациента записать фамилию жены, чтобы не было путаницы. Сперматозоиды и яйцеклетки соединяют в лаборатории. Оплодотворение происходит вне тела мамы. Через несколько дней сформированный эмбрион переносят. 5 суток эмбрионы хранятся в специальном инкубаторе. Здесь созданы условия, приближенные к материнскому организму. Сейчас внутри находится больше 100 эмбриончиков. Каждый будущий ребенок подписан фамилией родителей. В Башкортостане существует несколько центров, где проводится процедура ЭКО. Стоимость более 200 тысяч рублей. Но для экстракорпорального оплодотворения ежегодно выделяются квоты. На следующий год их количество увеличили до 3000. Выбрать можно как государственное учреждение, так и частную клинику. Сегодня в листе ожидания почти 1500 пациентов. И большинство – это те, кто уже старше 35 лет. Многие молодые люди, они получают образование, делают карьеру, обустраивают быт, путешествуют. И ближе к 35 годам только задумывается о ценностях жизни, о том, что необходимо еще родить ребенка. Но к этому моменту, я сказала бы, вот ближе к 35 годам репродуктивный потенциал снижается на 50%. После переноса эмбриона в тело мамы проходят 2 недели. Это самое сложное время для женщины. Тогда становится известно, наступила ли беременность. Через несколько дней результаты узнает и Рима. Она попросила скрыть ее лицо, боится загадывать наперед. Но все равно с нетерпением ждет, что крохотный эмбриончик приживется и через 9 месяцев появится на свет здоровый малыш. Муж у меня, наоборот, рад, что у нас ребеночек будет от программы ЭКО, потому что эмбриологи отбирают самых таких живых, самых крепких. У нас будет здоровый ребенок, крепкий, красивый и желанный. Лилия Курбанова, Ильнур Юмагулов, Артур Ханов, Владимир Шевчук. Итоги недели.
Тем временем двухлетней Соне со сросшимися пальцами и деформированным лицом делать операцию пока не будут. Врачи приняли решение, хирургическое вмешательство может только усугубить ситуацию. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал доктор Барак. Малышке были проведены все обследования в израильской клинике Хоров. Тем временем зарубежные медики накануне сами прибыли в Уфу и вновь провели бесплатные консультации для малышей. У большинства маленьких пациентов диагноз – онкология. Подробности в материале Анастасии Чебаевой. Это кружка. Не надо делать, не надо. Пластиковые стаканчики все никак не даются Софии. Из-за сросшихся пальцев она не может самостоятельно держать в руках даже ложку. Генетический синдром девочки очень редкий и встречается у одного из 100 тысяч новорожденных. Софию несколько недель назад отправили на лечение в Израиль. Возможно, будет операция по изменению формы лица, говорили медики. Но уже по прибытию в клинику консилиум врачей решил, риски слишком высоки. Изменение черепной коробки – это давление на головной мозг. У девочки нет давления на оптический нерв, нет отека зрительного нерва, у девочки нет остановок дыхания, нет нарушения глотания и нет нарушения дыхания. В таких случаях косметические операции по изменению черепной коробки не выполняются. Это только приведет к осложнениям, потому что вы можете себе только представить, что значит взять и перевернуть коробку черепную ребенка. Пока Соня остается в Хайфе вместе с еще 2 детьми. В скором времени из Башкортостана туда отправятся очередные маленькие пациенты. Сейчас это не критично. А может в других костях это повторится? The same thing was happening in another bone system, like in a leg or something. Ну, хорошая девочка. Они преодолели 1000 километров на самолете, а с помощью переводчика языковой барьер. За последние 2 года Риана повидала много врачей, но слушать доктора на английском ей еще не приходилось. В 2017-м девочка сломала руку. Спустя 2 недели, как сняли гипс, перелом случился повторно. Врачи обнаружили кисту. Риана уже перенесла 3 пункции. Сейчас у нее, когда погода меняется иногда, и когда меняется с гор спускаемся, это у нас, если едем в Хайбулу, там у нас получается с гор спускаемся, и у нее давление меняется, и рука болит. Там вот сильная боль. Сейчас врач сказал, что правильно сделали лечение, все хорошо, и через полгода она должна восстановиться. И таких, как Риана, желающих попасть на прием к врачам из Израиля, полный коридор. Медики работали без перерыва, чтобы принять всех и понять, кому можно помочь в республике, а кого необходимо забрать с собой в клинику в Хайфу. Большое количество малышей, пришедших на прием в масках и без волос. Онкология, чаще всего лейкемия. Их уже осматривает консилиум из израильских и уфимских медиков. 9 из 10 пациентов, говорят врачи, можно помочь на месте. Но этот 1 из 10, если требует приезд в другую страну, то мы только лишь хотим быть на карте мира вместе с Башкирией. Потому что у вас есть огромный выбор, для вас есть выбор обратиться к коллегам в Уфе, здесь есть прекрасные специалисты, выбор обратиться к коллегам в Москве, обратиться в Европу, обратиться в Америку. Мы, Израиль, всегда с вами рядом. И даем это мнение для того, чтобы люди чувствовали, что нет границ сегодня, в 2019 году, особенно, когда нужно спасать здоровье и жизни людей. Медики уже решили, что отправят в клинику 8-месячного малыша с нейробластомой, а также вместе с пациентом и его родителями в Израиль на повышение квалификации полетят уфимские специалисты. Врач-реаниматолог скорой помощи и гематолог из детской республиканской больницы. Сейчас мы занимаемся терапией доброкачественных и злокачественных заболеваний системы крови. В детском возрасте среди злокачественных заболеваний гемобластозов наиболее распространенными являются острые лимфообластные лейкозы. Пациентов мы представили на консультацию здесь израильским врачам, и хотелось бы перенять опыт в терапии именно этих заболеваний. Сотрудничество с израильскими врачами направлено не только на адресную помощь конкретным детям, но и на профессиональное развитие уфимских врачей и маленьких пациентов. Посетила Карине Хабирова, а также пообщалась с врачами из Хайфы. Для меня тоже, как для доктора и как для пациента, важно, чтобы наши врачи тоже обменивались опытом с их врачами. И когда доктор от нас едет туда, получает колоссальный тоже опыт, смотрит что-то то, чего нет у нас, какие-то новые тактики ведения. И когда он приезжает обратно, он может это транслировать остальным докторам. Вот это вот очень важная миссия. Сейчас остается лишь решить организационные вопросы. Проживание, перелеты для медиков и пациентов берет на себя принимающая сторона. Израильские врачи тоже скоро вернутся домой. Но это не последний их визит в Уфу. Анастасия Чебаева, Булат Садриев, Азат Тузбеков. Итоги недели.
Владимир Путин поздравил коллектив Башкирского академического театра драмы имени Мажида Гафури со столетним юбилеем. Президент отметил, что старейший государственный театр республики стал крупным общественным просветительским центром и внес выдающийся вклад в сохранение богатого исторического духовного наследия народов Республики Башкортостан в развитии нашей многонациональной культуры. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Вековой юбилей театра праздновали сразу на 2 сценах. Торжественная церемония прошла в Театре оперы и балета, а затем в кругу друзей собрались уже в самом Башдраме. Ради Хабиров поздравил служителей сцены со знаменательной датой и вручил государственные награды актерам. Между тем в Уфе едва не сорвался концерт Юрия Шевчука. За сутки до выступления группы ДДТ затопила государственный концертный зал «Башкортостан». Промокла не только сцена, но и музыкальное, а также световое оборудование. Виной всему не талые воды, а обычная халатность. Во время проверки системы пожаротушения один из сотрудников случайно открыл задвижку водонапорной установки, той, которая должна была потушить огонь в случае ЧП. Внеплановая проверка МЧС в связи с проведением новогодних праздников. Начали проверку всех систем. Система пожаротушения, система оповещения, система дымоудаления. Эта проверка происходила на 4-м этаже, а сцена у нас, которая находится, сцена на 1-м этаже, пока вот где-то в течение 3 минут вода лилась. Впрочем, последствия затопа вовремя устранили, концерт состоялся, и накануне Юрий Шевчук отыграл для уфимской публики свою акустическую программу. В следующий раз музыкант планирует приехать в Уфу в 2020 году, где даст большой концерт по случаю 40-летия своего коллектива. Играй, как можешь, сыграй, закрой глаза и вернись. Ну а теперь блок экономических новостей. Короткой строкой. Спасение моста в Белорецке может обойтись в 100 миллионов рублей. Историческую реликвию города все же спасут. Самый длинный в России деревянный мост, послуживший фактурой для легендарного советского сериала «Вечный зов», не отправят в печку, как предполагалось ранее. Да, его демонтируют, но для того, чтобы отреставрировать. Такое решение принял глава республики. Сейчас идет работа по подготовке проекта благоустройства прилегающей набережной и городского пляжа с целью реализации в 2020 году. Стоимость восстановления переправы будет зависеть от того, насколько дорого обойдутся дноочистительные работы. Тем временем в Уфе устанавливают 65 скатов, выезд на встречку, езду по обочине и непропуск пешехода будут фиксировать в Уфе новые фото-видеокомплексы. При этом напасть и обезвредить их не получится. Скаты защищены бронестеклом от огнестрельного оружия. Об этом рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гельмудинов. Особенно важно, что этот комплекс можно снять со стационарного крепления, установить на штатную стойку и использовать в передвижном режиме. В России появится новый документ на автомобиле, так называемая этикетка энергоэффективности. Ее будут запрашивать при продаже, а, быть может, начнут проверять и госавтоинспекторы. Документ будет информировать автовладельцев о количестве потребляемых транспортными средствами энергии и топлива. Речь идет о легковых и грузовых автомобилях до 3,5 тонн. Это произойдет в связи с введением нового ГОСТа. Как пишет Russia Today, этикетка автомобиля должна содержать информацию о том, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходуется на 100 километров пути. Документы на китайском языке были вынуждены оформлять башкирские производители, но ради собственной выгоды на 20 миллионов юаней наторговали башкирским маслом в Поднебесной. 4000 тонн подсолнечного масла экспортировало кумертауское предприятие. Первая партия была отправлена в июле, и уже есть новые заказы. Стоит отметить, что среди импортеров, которым башкирское масло, в том числе и рапсовое, пришлось по вкусу, страны Прибалтики, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Белоруссия. Только 3% от общего числа работников в Башкортостане получают зарплату свыше 100 тысяч рублей. Такие данные приводит РИА Рейтинг. При этом чистая зарплата среднестатистического работника в Башкортостане составляет около 28 тысяч рублей. На первом месте в стране Чукотский автономный округ, где более 32% населения получает в месяц более 100 тысяч рублей. При средней зарплате по региону 78-200 тысяч. В Татарстане, соответственно, 2,7% и 29,5 тысяч рублей. В Удмуртии около 1,5 и 26 300. А вот в Мариэл чуть более 1%.
В Уфе создали федеральную национальную культурную автономию Башкир. Она объединит все общественные организации Башкир, расположенных за пределами республики. На учредительном съезде в Уфе делегаты утвердили устав, состав автономии. Председателем организации избрали члена Совета Федерации от Башкортостана Лилию Гумерову. Создание автономии позволит региону участвовать во многих государственных программах и получать федеральные гранты. Так, первая ласточка, так скажем, уже есть. Межрегиональная олимпиада по башкирскому языку отныне включена в перечень федеральных. Кстати, в Уфе скоро пройдет презентация 3 приложений для смартфона на башкирском языке. IQ Балабаш для детей, Инофанбаш для более взрослого поколения и игра Эллесе. Созданием программ занимался Фонд по сохранению и развитию башкирского языка. Скачать приложение можно в Play Market и App Store. Еще одно приложение, которым стоит обзавестись в своем мобильном – лесная карта Башкортостана. Программа призвана сделать прозрачной и открытой систему заготовки леса. К примеру, карта позволяет отследить статусы участков, в чьей собственности они находятся, а также сообщать о нарушениях, пожарах или незаконной рубке. Задачу по разработке и внедрению такой программы поставил глава Башкортостана. По словам специалистов Минлесхоза, с помощью мобильного приложения уже удалось выявить первые нарушения лесного кодекса. Ну и к другим темам. 30 лет исполняется башкирской лошади, но сама она под угрозой исчезновения. Говоря о круглой дате, речь идет о получении Башкортостаном авторского свидетельства на башкирскую породу. Тогда в республику прибыли лучшие специалисты Советского Союза. Сегодня же эксперты видят риски для сохранения особенных признаков башкирской лошади. Так есть ли решение, узнавала Екатерина Тимиряева. Вот они, исторические документы. Авторские свидетельства под номерами 5237 и 5812, выданные Башкортостану на башкирскую лошадь в 1991 году Государственным агропромышленным комитетом Советского Союза. Республика ждала их целый год. Все это время длились исследования, которые должны были либо подтвердить, либо опровергнуть уникальность башкирской породы. Здесь даже указаны клички коней, которые в итоге и доказали эксклюзивность. Гремучий, Мамай, Гордый, Дунай и Гайрат. События тех лет, как сейчас, помнит один из авторов, обладатель медали «Изобретатель СССР», доктор сельскохозяйственных работ Ираида Ахатова. Она посвятила всю свою жизнь изучению генетики и продуктивного коневодства. Ее личный вклад в работу – 28%, что подтверждено документами. Скорее всего, я прожила жизнь в коневодстве, потому что вся моя жизнь связана с коневодством. Именно нами были выведены первые селекционные достижения в животноводстве страны. Это местная порода лошадей, то есть которая до сих пор считалась башкирской лошадью, получила статус породы, то есть башкирская порода лошадей. Это было сделано в 90-м году апробация, и в 91-м году уже нам союзное министерство дало авторское свидетельство. Особенность башкирской лошади в ее выносливости и неприхотливости. Качества формировались веками, при суровом естественном отборе выживали только сильнейшие. Даже зимовать они могут без человека. Животное способно копытом убрать снежный покров до 80 сантиметров и найти до 80 килограммов травы, чтобы прокормить себя. Кроме того, новорожденный жеребенок может встать на ноги уже через 20 минут после появления на свет и следовать за матерью. Если в 90-е поголовье башкирской лошади оценивали в 58,5 тысяч, сейчас официально в 112 тысяч и плюс примерно столько же в частных хозяйствах. Давай, давай! Уфимский ипподром Акбузат. Летом этого года Минсельхоз Башкортостана назначил его ответственным за развитие лошадей башкирской породы. Созданный региональный центр компетенции по коневодству и конному спорту Акбузат будет вести электронную базу данных о племенных лошадях, регистрацию племенных и выдающихся племенных лошадей в Госплемкниге, проводить комплексную оценку по происхождению, экстерьеру, продуктивности, воспроизводительной способности и качеству потомства. В партнерах центра 12 племенных хозяйств. Специалисты видят угрозу в том, что сейчас фермеры, с которыми не сотрудничает Акбузат, скрещивают разные подвиды башкирской лошади, молочную с мясной, например. В конечном итоге такой опыт может навредить ценным признакам уникальной породы. Угроза именно селекции человека, когда человек неправильно понимает то, что столетиями было наработано, он пытается влезть своим непониманием для улучшения каких-то там качеств, ну, условно говоря, массу тела, да, начинает использовать тяжеловозных жеребцов. Здесь, конечно, меняется все. Самое главное, мы теряем неприхотливость, мы теряем качество нашей породы,
когда они могут пробегать большие расстояния без перерыва, когда они могут себя прокормить. Башкирская лошадь – один из брендов республики. Популяризировать ее призван и конный турнир «Терра Башкирия», который проводится по распоряжению главы республики Радия Хабирова. В этом году, на удивление всего региона, самый юный участник спортивных соревнований – 13-летний Денис Курбанаев из Кугарчинского района стал победителем. Сначала ему не было равных среди жокеев родного Кугарчинского района. Затем он обскакал всех участников 10-го отборочного этапа, а потом показал лучшее время в финале, где сошлись победители 12 этапов. В качестве главного приза ему вручили башкирскую лошадь. Меценатом выступил один из депутатов района. Любовь к лошадям семейная у Курбанаевых. Теперь и братишка, и сестренка Дениса под присмотром родителей будут тренироваться. Братишка, он тоже начал недавно скакать. Первый раз поскакал, занял 3-е место. Хотел тоже в Уфе участвовать, но его не допустили по возрастной категории. Он разочаровался немножко, но сказал, на следующий год точно возьму это место первое. Большие планы и у организаторов конных соревнований «Терра Башкирия». Рассматривается вариант награждения победителей на каждом этапе турнира уже со следующего года, чтобы повысить его престиж и узнаваемость. Ведь башкирская лошадь, как и вся республика, это все пока еще «Терра Башкирия», то есть земля неизведанная, новая и притягивающая. Екатерина Тимиряева, Ренат Алимгужин, Булат Закирьянов. Итоги недели. Ну а теперь о спорте. В понедельник, 9 декабря, станет понятно, что уготовано России. В Лозанне исполком Всемирного антидопингового агентства вынесет решение, от которого будет зависеть будущее нашего спорта. Напомню, комитет ВАДА выдвинул целый ряд рекомендаций, или скорее требований. Дисквалифицировать российскую антидопинговую организацию, отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года, запретить подачу заявок на проведение в этот период международных соревнований в нашей стране. Такое ощущение, что Россию хотят стереть со спортивной карты мира. И самое печальное, мы в этом помогаем. Иногда по незнанию, иногда полагаясь на русскую авось. Эта грустная история напрямую касается нашей республики. Бирский кузнечик, башкирский самородок, прыгун в высоту Данил Лысенко, которым мы так гордились, и вряд ли уже поедет на Олимпиаду. Попытка реабилитироваться после пропущенных визитов допинг-офицеров закончилась полным провалом. По отдельной справке, один из контрольных выстрелов в спорт. Кто виноват и что делать? Мы не ответим на эти вопросы. Мы расскажем только то, что знаем точно, и выразим свое мнение. Не больше, потому что молчать уже просто нельзя. Юношеская олимпиада в Китае 2014 года. Едва ли не первая серьезная победа Данила Лысенко на международном уровне. Он не просто опередил японца и австралийца. Свою золотую медаль спортсмен подкрепил рекордом юношеских игр. И таких достижений в его карьере немало. Например, побил рекорд в закрытых помещениях среди юношей, который установили еще в 92-м. Потом единственный составил конкуренцию на чемпионате России олимпийскому чемпиону Ивану Ухову. Стал вторым, но по сути завоевал путевку на игры. Он всегда был легенький такой, без всяких усилий прыгал. И, в общем-то, он уже через несколько месяцев прыгнул 145, через год он прыгнул 160. И потом, когда он уже прыгал в следующих возрастах, он обычно ребят, которые на 2 года старше, прыгал примерно на их уровне. Ну, если он школьником прыгнул 2,25, это близко к мастеру спорта международного класса. Первый тренер Данила Лысенко Николай Ковальский. Именно его надо благодарить за то, что в Бирске появился прыгун такого уровня. Заметить рослого не по годам мальчика в школьном дворе было просто. Гораздо сложнее тренировать, мотивировать на высокие результаты, практически нянчиться в спортзале. Но и это удавалось. Конечно же, Олимпиада. Может быть, через 2 года я поеду в Рио-де-Жанейро. Конечно же, не на карнавал. Он мечтал об Олимпийских играх. Вполне мог поехать в 2016-м в Рио, но российских легкоатлетов не допустили. Тогда об этом особо не переживали, успокоились тем, что молодой, время еще есть. Ну, в 2020-й в Токио Лысенко уж точно поедет. Как же? Серебряный призер чемпионата мира 2017-го и чемпион мира в помещении 2018-го. Кто, как не он, должен не просто выступать, а выигрывать Олимпийские игры. Но август 2018-го стал, как представляется уже сейчас, точкой невозврата.
На самом видном месте в зале Бирской спортшколы «Юность» красуется плакат пока самым титулованным на сегодня воспитанником. Данил Лысенко, чемпион мира, едва ли не главная олимпийская надежда. Он покорял высоту 2.30, 2.40, но сейчас столкнулся с такими барьерами, которые пока ему снести, увы, не удается. Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила Лысенко из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Для сведения, российские атлеты, выступающие на международном уровне, должны отмечать свое местонахождение в так называемой системе Адамс. Допинг-офицеры могут приехать для теста в любое время. Если трижды спортсмена нет на указанном месте, в его отношении применяются санкции. Что и произошло с Данилом Лысенко. Предоставляя информацию о местонахождении, вы показываете, что играете по правилам и доступны для тестирования в любой момент. На сайте Российского антидопингового агентства все четко расписано, как работать в системе. Список запрещенных препаратов, можно даже проверить любое лекарство. Сложно не разобраться. Именно поэтому Евгений Емельянов возмущен и работой коллег федеральной организации, и самим спортсменом. Едва ли не единственный у нас в республике он согласился говорить на эту тему. Сам проработавший много лет в исполкоме Паралимпийского комитета России знает эту систему изнутри. Была бы это там федерация, я не знаю, фристайла, там, горных лыж, там, допустим, фехтования, где штат насчитывает там, 20, может быть, 30 человек вместе с тренерским составом. Но это же ведущая федерация России, где, я говорю, 300 человек как минимум, наверное. Каждый занимает свое место, ест свой хлебушек именно за легкую атлетику. И не могут справиться с такими элементарными вещами. Там же очередь стоит, когда распределяются награды по итогам года. А вот когда нужно работать в течение года, следить и учить, и, как говорится, чтобы отслеживать, чтобы все было в порядке, вот здесь, к сожалению, у нас огромный провал. И этот провал решили восполнить, предоставив в международную организацию поддельные документы. Якобы Лысенко был недоступен для допинг-офицеров по обстоятельствам, в которых нет его вины. Он практически не попадал на Олимпиаду, не успевал. Но руководители решили каким-то образом исправить ситуацию, ну и посоветовали ему сделать. Сам лично он не отправлял, все отправляется в федерацию. С разрешения людей собрались его руководители, ну и посоветовали. И при том все это сделано было топорно. Он, в принципе, и до конца не знал, что подобные нарушения как бы так строго караются. Руководители, которые в первую очередь подставили самих себя, всю федерацию, всю легкую атлетику и так далее. А может быть, подставили и всю страну, предоставив липовые документы. Но ведь это не освобождение от уроков физкультуры, это международный спорт. Это просто разгильдяйство спортсмена раз и невыполнение своих служебных обязанностей чиновниками два. Сейчас международный спортивный скандал разгорелся с новой силой. Отчасти из-за истории Лысенко, предполагают некоторые функционеры. Руководство Всероссийской Федерации легкой атлетики и ряд сотрудников от работы отстранены. Сам Данил продолжает ездить в Монако или Лозанну, вот только уже не на соревнования, а на суды. В основном живет в Москве. Иногда приезжает в родной Бирск. Очень часто к сыну ездит мама. Переживает за него и даже за его жизнь. Может быть, мы бы так сильно не переживали, если бы не следили за судьбой Данила Лысенко с самых первых побед. В архиве видеоматериалы с 2012 года. Это именно тот самородок, который появился у нас в Бирске практически на пустом месте, и который тренеры передали в надежде, что он допрыгнет и покорит олимпийскую планку. И у него были все шансы. Но мы проиграли, даже не выйдя на старт сами себе, потому что привыкли к липовым справкам, параллельным зачетам в спорте, к тому, чтобы спортсмены уезжали даже из страны. В конце концов, мы не боимся приписывать статистику и комплексов, и занимающихся физкультурой. И в контексте олимпийского крушения спортивное будущее, мягко говоря, туманно. Не отстанут от нас. Не отстанут по многим причинам. Во-первых, мы сами виноваты в том, что мы делаем, это раз. Второе, мы не можем постоять за себя, за свою страну, за свой флаг с точки зрения, вот может быть как раз и это я был приверженцем того, что не должны спортсмены выступать за другую идеологию. И если бы мы не поехали тогда, может быть, вот этот протест нашей страны был бы намного существеннее в отношении всех наших недоброжелателей. И сегодня бы с нами вели уже другие разговоры на равных.
И сейчас остро стоят вопросы, будут ли вообще проводиться международные соревнования у нас в России, в Башкортостане, соответственно, тоже. Напомню, республика должна принять чемпионат мира по хоккею среди женских команд, первенство мира по спортивной борьбе. Но будут ли у нас эти мероприятия? И какое будущее нас ждет? Все станет понятно 9 декабря. Роза Хабибулина, Станислав Птица. Итоги недели. Такой запомнили уходящую неделю декабря мои коллеги. Спасибо, что были с нами. Встретимся уже в следующее воскресенье. Будем вместе подводить итоги. До свидания.